средство массовой информации может жить за государственные деньги, либо за что-либо еще, и, в общем, является, по сути, дотационным. И вот ровно тогда начинается предвзятость. Как в одну, так и в другую коммерческую сторону, как государственную, так и антигосударственную. Как только читатель начинает быть заказчиком информации, СМИ становится независимым. И у нас в целом достаточно серьезные проблемы, связанные с высшим образованием, и эти проблемы потом перетекают и в кризис творческих специальностей, в том числе и в кризис журналистики. В этом плане не так страшны блогеры или интернет-журналисты, народные журналисты. Если бы журналистика давала качественный контент, никакие бы блогеры ей бы не были страшны. Барьер для входа на рынок журналистики, на рынок информации, он резко падает, это хорошо. На этом рынке становится демократия, то есть существует большое количество теперь информационных источников, и потребитель может из них выбирать. Другое дело, что, конечно, есть и обратная сторона вопроса, да, что большое количество информации рождает большое количество информационного шума, и выбрать надежный источник очень сложно. Советский журналист осознавал себя как очень ответственный член общества. Он осознавал, кстати, свою власть. То есть над материалами работали тщательно. Да, за статью в центральной газете могли снять с работы или подправить под суд, но если журналист ошибался, его тоже могли, соответственно. Поэтому статьи готовились качественно, с документами, с аргументацией. Это была советская информативная журналистика. То, что журналистика сегодня принимает другие формы, согласен. То, что сегодня для расследовательской журналистики, с одной стороны, условия далеко не самые благоприятные, а когда они были благоприятными. Я человек в возрасте, и я помню, что в советские времена журналистов точно так же убивали, точно так же калечили, как и сегодня. Это журналистика, это такая профессия. Король умер, с другой стороны, да здравствует король. Традиционная журналистика умирает, и журналистика от этого выигрывает только. Наша жизнь, наше информационное поле становится ярким, хамским, неполиткорректным, непотребным и безумно интересным. Каждый волен выражать свое мнение, свою оценку той или иной ситуации, тому или иному событию, и дай бог, чтобы этих мнений и оценок было как можно больше. Важно только то, чтобы все они были свободны, чтобы все люди, все свои точки зрения могли высказывать свободно и открыто. Поэтому добро пожаловать, будьте предвзятыми, только разрешите другому сказать то, что он думает, или то, как он видит эту ситуацию.